Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что ждет, что будет с минуты на минуту, со дня на день. Смотреть буду на 2-3 дня. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, вы у меня выходите в центре событий. Событий, кстати, много. У вас тут прорисовалось, причем события разноплановые. Дни непростые идут, непростые. Много задач будет перед вами поставлено, и вам придется приложить максимальные усилия, либо работать на максимальных оборотах для того, чтобы совсем с этим справиться. К сожалению, я не вижу вокруг вас помощников, либо людей, на кого бы вы могли положиться, но тем не менее, все задачи, они вам по плечу на самом деле. Да, поработаете, да, постараетесь, да, совсем разберетесь, и да, вы совсем справитесь. А по-другому и быть не может. Такая вот судьба, да, вот такая доля у вас. Ничего, ничего. Так, давайте пойдем по порядку. Начнем с того, что у вас какая-то беготня идет. Куда-то нужно будет бежать, с кем-то встречаться, договариваться в одно место, в другое место. Хаотичное сплетение дорог. Возможно, вы в один заход сразу в 3 местах успеете побывать, либо с 3 разными людьми встретиться, либо в какие-то организации сходить. Побегаете, что ж, берегите ноги, обувайте удобную обувь, и все будет замечательно. Так, что-то связано с наличными. Вопрос с наличными. То ли вам будет не хватать наличных, либо в какой-то момент вы столкнетесь, что не хватает, да? То ли проблема с обналичиванием денег, чтобы деньги снять, в банке снять, да, со счета снять. Могут быть какие-то задержки, либо какие-то, допустим, технические, да, проблемы. Имейте это в виду и старайтесь, чтобы у вас был какой-то определенный запас. Что там, не думайте, надо в банк забежать, в банкомат забежать, снять, а вдруг он не работает, либо там очередь, либо там ограниченные какие-то меры введены. Да? Будьте поаккуратнее, имейте это в виду. Позаботьтесь заранее об этом. Да? Лучше какие-то наличные пусть лежат у вас дома. Так, еще важные разговоры. У вас те важные разговоры в основном идут в каком-то телефонном режиме. Не глаза в глаза, а именно телефон. И это, кстати, плохо. Плохо, что вы не видите собеседника, вы не видите реакции собеседника. Из-за этого могут быть такие затруднения, да, чтобы донести свою мысль, либо действительно понять, прочувствовать реакцию человека. Старайтесь по возможности, да, назначать личные встречи, пусть это занимает время, но когда вы лично, персонально, да, лицом к лицу, вам проще, например, усвоить информацию, либо донести свою информацию до собеседника. Но по телефону будьте настойчивы. Будьте настойчивы, если вам отказывают, прям говорите нет и все, я не согласна, давайте обсудим, давайте проговорим. Бейтесь за себя, боритесь за себя, если по телефону приходится решать. Так, еще, возможно, какое-то недопонимание в отношениях в любви. Это что-то похожее на ревность, на, знаете, вашему партнеру, например, скучно. Скучно, человек желал бы, чтобы вы были больше вовлечены в его дела, может быть, там больше времени уделяли, а вам некогда, да, вам тут бегать надо, у вас тут куча задач. И человек может ревновать, обижаться, вести себя, как обиженный ребенок. И, конечно, тоже быть таким триггером для вашей нервной системы. Мои хорошие, всем не угодишь, и вам очень важно выстраивать эту линейку, да, первоочередных задач и забот. Никуда ваш любимый партнер от вас не денется, поревнует, пообижается, господи, как там, на обиженных воду возят, и успокоится.
Главное, чтобы вы не принимали это к сердцу и не пытались всем и сразу угодить. Вот это самое худшее. Это для вас как ловушка. Ловушка, которая отберет у вас все силы, всю энергию и просто доведет вас до головокружения от усталости. Все взрослые люди, объясняйте, что вот такая ситуация. Тебе скучно, а у меня дело не в проворот. Хочешь, помоги мне, да, если ты так сильно скучаешь. Вот, не бойтесь, говорите как есть, и проблем у вас будет меньше с этим человеком. Если вы в интернете общаетесь, тут да, какие-то претензии, вот тоже ревность, а вот почему ты такие фото публикуешь, а вот где ты, а вот с кем ты, а где ты была. Такие, знаете, допросы могут быть. Старайтесь отшучиваться. Отшучиваться, не надо становиться тоже в такую боевую позицию, просто отшучивайтесь. Может быть, человек просто сидит себе придумывает всяких небылиц и вам голову морочит. Шутите. У вас прекрасно это получается. Вы и разрядите обстановку между вами, и себе настроение поднимете, и этому человеку, и никаких скандалов, проблем не будет. Так, еще. Кто замужем, муж. Муж, такой, знаете, не пойми, чего ему нужно. Что-то у него тут тараканы разбушуются. То он помогает, старается, весь такой угождает, то он насупился, то отстранился, то какие-то претензии. Вести себя будет, как, знаете, ПМС. Да, ПМС у него какой-то наступил. С чем это связано? Скорее всего, либо гормоны гуляют. Да, у мужчин же тоже такое бывает, гормональные изменения. Либо чувствует себя, может быть, не совсем на своем месте, да, вот как ищет себя, да, чем бы заняться, где себя показать, реализовать, может быть, что-то не получилось, где-то самооценочка понизилась, немножко так себя будет вести не очень. По деньгам, если он вам обещал, деньги даст, если обещал что-то купить, купит. Если обещал куда-то вас отвезти, сводить, вот тут могут быть проблемы, здесь ему не хочется, попытается как-то увильнуть от этого. Но если вы будете настойчивы, все будет хорошо. Все будет хорошо. Так, у кого любимый человек где-то находится, да, муж где-то ваш уехал на заработках, в командировке, может быть, в какой-то поездке. Смотрите, будет прям названивать, то будет пропадать. Вот. Там он какими-то задачами занимается, никаких женщин рядом с ним нет, вы не думайте, не волнуйтесь, может быть, даже проблемы со связью могут быть. Да? То звонит каждые 2 минуты, а то пропал и не отвечает, и связи нет. Не переживайте, все нормально. Так, еще. Куда-то вас будут звать, приглашать. Женщины, которых вы знаете. Именно женщины будут звать, приглашать. Это такое сомнительное мероприятие. Там скучно будет. Ничего интересного. Как обычно, будут сидеть общаться за жизнь, сплетничать. Пойдете туда, время потеряете. Разочарование ваше вижу. Не пойдете, 100% они вас там будут обсуждать. Вот если вас не будет, то будут обсуждать. Я думаю, что вы об этом знаете. Такая вот она жизнь, да. Надо же людям о ком-то, о чем-то говорить. Могут. Но есть какая-то женщина, которая может вам об этом потом сообщить. Сказать, а вот ты знаешь, а вот та говорила то, а вот это говорила это. Не слушайте ее, она просто сплетница. Все друг друга обсуждают. Это нормально. Особенно, если это женский коллектив. Вот, не настраивайте себя. Вас все любят, вас все уважают. Вы ценный человек, понимаете? Ценность ваша, она ведь не только в материальном измеряется, а в качестве вашей личности, в вашем характере, вашей отзывчивости. Вот не зря ж вас зовут, да? Они хотят, чтобы вы были рядом. Им с вами интересно, а вот вам с ними не очень. Так, еще рыбка, такая большая рыбка к вам плывет. Рыбка, я вам скажу, денежная на самом-то деле, денежная, но больше похоже пока на какое-то обещание, либо какую-то наработку. Если вы занимаетесь бизнесом, скорее всего, какой-то выгодный контракт у вас начнет маячить. Но опять же, нужно будет поработать над тем, чтобы эту рыбку поймать. Опять же, могут пообещать премию, могут пообещать повышение. Пока только слова, пока только обещания. Но рыбка плывет в правую сторону, то есть то, что будет обещано, то, что будет сговорено, оговорено,
как-то, вы знаете, как руки друг другу пожмете, все это будет выполнено. Если вам обещали что-то заплатить и идет какая-то задержка, это чисто техническое состояние, которое в течение нескольких дней уйдет. То есть то, что обещано, все исполнится. Все, что касается денег материального, либо каких-то, может быть, товаров, поставок, все это будет. Так, еще с левой стороны, но здесь больше как предупреждение. Предупреждение связано со здоровьем, а вернее с бережным отношением к своему здоровью. Надо себя поберечь. Поберечь от сквозняков, от какого-то физического переутомления. Опять же, старайтесь пользоваться удобной обувью, удобной одеждой, чтобы нигде вам не натирало, не подтирало, чтобы раздражения не было, например, на коже. Здесь именно забота о себе, о своем комфорте и о своем здоровье. Также у меня вышел здесь пожилой человек, которому потребуется помощь. И помощь, я не знаю, куда-то сходить, отвезти, принести, купить для этого человека. Человек нуждается в помощи, но стесняется вас попросить. Если вы видите ситуацию и понимаете, что человеку нужно помочь, а вы уж очень заняты, выделите, пожалуйста, внимание, время выделите, вам это обязательно зачтется. Неважно, ваш это родственник пожилой, либо это какой-то совершенно посторонний человек, но знакомый вам. Надо помогать, надо старость уважать. И вот вам идет даже как проверочка, насколько вы ответственный, порядочный и душевный человек. Да, поможете, вам плюсик нарисуют. Не поможете, так с ноликом пойдете. Да? То есть это не будет плохо, но это будет просто никак. Кто просит об исполнении какого-то желания, кто просит о каких-то благах для себя. Поймите, за все надо платить. У вас прекрасная возможность помочь другому человеку, тем самым показав, доказав высшим силам, что вы человек, который добр сердцем, открыт душой. И раз вы даете, посылаете добро, то и вам добро должно прийти. Так, здесь у меня идет необычное завершение какого-то конфликта. Конфликт, конфликтная ситуация. Значит, здесь у меня люди на ножах. Да, оголили ножи, эти мечи, готовы драться, в любой момент кинуться друг на друга и рубать капусту. Идет яркая ситуация, которая влияет, ослепляет и вас, и того человека. То есть вы вдвоем будете в этой ситуации. И вместо того, чтобы продолжать драться, сражаться, вы спина к спине становитесь. То есть в какой-то ситуации вы друг другу помогаете. Тем самым оканчивается ваш конфликт. Мало того, у вас еще и какие-то разговоры серьезные с этим человеком будут. Не исключено, что вы друг другу будете в будущем помогать. То есть даже как взаимовыгодные отношения, взаимовыгодная, не знаю, дружба, союз, может быть, даже какой-то. Конфликт полностью себя исчерпает. На работе по работе. Кто работает в женском коллективе? В коллективе, где большинство все-таки представителей женского пола. Возможны сплетни, возможны какие-то выдумки насчет вас. Вас и какого-то коллеги, например, мужчины, либо вас и вашего начальника. То есть могут оговорить о вас, что вы с кем-то в отношениях находитесь. Не обращайте внимания и делайте вид, что вы ничего не видите, ничего не слышите. Опять же, могут как-то вас критиковать в плане вашей профессиональной деятельности. Что у вас получается, что не получается. Какую-то оценку субъективную могут давать. Тоже молчите, никак не реагируете. Знаете, они сегодня говорят про вас, а завтра будут говорить про кого-то другого. Поэтому пусть болтают, вы молчите. Если начнете огрызаться, если начнете противное доказывать, то, знаете, они как все вместе на вас накинутся и еще посчитают, что это доказательство, что да, они правы. Так, а еще здесь такое предупреждение вам вышло. Много не болтать. Не болтать, ни с кем не вступать в конфликты, не огрызаться и не делать никому замечаний. Даже если вы видите
ну, что люди что-то такое прям, ну, совсем уж безобразное творят. Проходите мимо, ни во что не власти, ни с кем не цепляйтесь, никого не поучайте. Будь то свои, будь то чужие, там, встречные, поперечные, неважно. Идите своей дорогой, выполняйте свои дела. Там и без вас разберутся. Не надо никого трогать и не надо терять время на других людей. Так идет. У вас задачи есть, дела свои доделайте, разберитесь со всем, отдохните, а потом уж посмотрите. Так, подкова у вас в руках вышла, подкова и знак мудрости. Но у вас это как-то все сплетено. То есть человеку, который подготовлен, который имеет определенный опыт, либо определенную базу знаний, будет вести. Вести, удача будет сопутствовать во всем и всегда, да, будет вам помогать. Если вы чувствуете, что вы не до конца владеете темой, либо не очень разбираетесь в том деле, каким вы занимаетесь, может быть, следует обратить внимание на какую-то литературу, либо посоветоваться с знающими людьми. То есть удача будет у тех, кто владеет темой, владеет информацией. Такая прям как подсказочка вам вышла. Так, еще человек с инициалом на букву «Д». Может, это имя, может быть, вы так человека называете, ну, про себя называете. Ну, все бывает, да? Вот именно «Д», причем огромное вышло. Вас очень приятно удивит. Приятно удивит своим отношением, поведением и какими-то действиями в вашу сторону. Прям как по правую руку у вас стоит, то есть для вас что-то делает, ну, такое серьезное, знаете, очень даже серьезное. С левой стороны у вас лошадка, но лошадка маленькая. Но опять же, это загруженность, которую вы не ждете. Возможно, помимо ваших вот этих всех забот, вопросов, дел, еще какая-то работа прям со спины вам крадется, о которой вы сейчас не думаете, но которую придется выполнять и тратить туда время. Причем, скорее всего, эту работу вам подкинут какие-то люди, либо по вине каких-то людей у вас образуется эта дополнительная лишняя работа, на которую придется потратить много сил и энергии. Так, еще у кого пьющие родственники есть? Пьющие, выпивающие. Ну, тут прям какой-то праздник, не праздник, праздник души, да? Люди могут устроить себе праздник души, и человек может позволить себе, ну, не просто лишнего, а через край, как говорится, да. То есть, может быть, человек и не сильно там выпивающий, пьющий, но вот позвали куда-то, да, либо на работе какое-то мероприятие, в Зюзю, понимаете, в Зюзю по-другому и не скажешь. А кому-то даже придется ездить, забирать, не знаю, там, привозить, там, отмывать, укладывать, ну, ухаживать, в общем, за человеком. Такой не очень приятный сюрпризик вас ждет. Так, можно ли это избежать? Нет, нельзя. Человеку эта ситуация идет в науку. Человека будут очень тяжелые отходники после этого, да, и это как сигнал, что, да, прекращай пить, либо нечего пить среди недели. Вот, береги свое здоровье. Заказ какой-то мне идет. Вам какой-то заказ поступит. Ну, если вы работаете, выполняете заказы, ну, это понятно. Кстати, заказ большой, ну, такой щедро оплаченный, назовем так. Ну, конечно, придется и время потратить, может быть, там сроки какие-то узкие вам дадут. Но, тем не менее, вот прям прекрасные. Если вы не работаете, ничего, например, не продаете, скорее всего, к вам кто-то обратится. Ну, допустим, там, помоги, сделай мне то, там, пирожков напеки, носки свежие. Хотя лето не актуально, да, может, с носками не очень хороший пример. Ну, может быть, что-то вы умеете делать, и вот к вам человек обратится и даст вам заказ. Не отказывайтесь от этого заказа, даже если это ваш близкий человек, либо там малознакомый человек, делайте. Делайте. Вот это начало. Идет как начало вот такой цепочки хороших заказов. Да, не профукайте это везение, эту удачу. Вот если вы откажете, то навряд ли у вас в ближайшее время кто-то что-то еще закажет. А если вы согласитесь, даже если вы в себе не уверены, то вы как открываете дорожку новым заказчикам в вашу жизнь, в ваш дом, да. Вы открываете эту дорожку, не отказывайтесь.
Может быть, вы, не знаю, вот яблоки выращиваете. Вот идет человек, увидел вашу яблоньку, подходит и говорит: можно я у вас там куплю там килограммчик. Вы продали, человек распробовал ваши яблочки, там похвастался соседям, друзьям, родственникам. Раз там люди побежали, да, и все покупают у вас яблочки. Такое тоже может быть. Не надо никому отказывать и не стесняйтесь брать деньги, да, за свою работу. Это очень важно. Так. Кого зовут на букву Л? Это может быть как и обычное имя, так и, например, короткое имя. Буква Л у меня выходит. Вот этим людям очень повезет. Прям очень-очень повезет. Причем в самой тупиковой ситуации. Как госпожа удача становится на вашу сторону. Идет такое везение в самой патовой, сложной ситуации. Вот именно кто на букву Л. Ваше обычное имя, да, либо ваше короткое имя. Если у вас родственники на букву Л, вот повезет, и вы будете за них рады, либо вы будете рады за себя, если вас зовут на букву Л. Так, очень красивый каблук у нас тут вышел, туфелька очень красивая. Намекает нам на приятное время, приятную поездку, либо приятный какой-то выход, вот именно связанный с романтикой, с красотой, когда вы принаряжаетесь, когда вы выглядите там на все 100. Причем, может быть, по времени это не будет долго, но это будет очень романтично, это будет очень приятно, и вы сами себе будете очень нравиться. Вот вы будете неотразимы. И в зеркале вы будете смотреть на себя и говорить: боже, как я хороша, как я хорошо выгляжу. Кстати, кто-то будет покупать туфли на высоком каблуке. Очень удачная покупка идет. Во-первых, туфли очень эстетически красиво выглядят. Во-вторых, они качественные. И в-третьих, они вам сослужат долгую службу, да, и вам будет приятно в них ходить, и ноги у вас будут прекрасно в них себя чувствовать. Красиво. Вот и красиво, и качественно так идет. Не переживайте. Не переживайте за цену, переживайте за качество, так хочется сказать. Идет время красоты, блеска, шика и удовольствия. Да, удовольствие от того, как вы сами себя воспринимаете в зеркальном отражении. Так, еще идет у вас знакомство через другого человека. То есть, если вы есть ваш знакомый, вот ваш знакомый, скорее всего, вас с кем-то познакомит. Причем это знакомство скорее будет по просьбе. Да? Либо вы попросите, чтобы вас познакомили, свели с кем-то, либо тот другой человек попросит, чтобы познакомили с вами. Все это будет шито белыми нитками, все это будет видно, понятно и будет очень, кстати, комично. И вот юмор, кстати, спасет всю эту ситуацию. Не бойтесь смеяться над ситуацией, над собой, да? И помните, что улыбка, она все-таки привлекает и сглаживает все острые углы. Да. Так, и еще, это тоже как предупреждение. Возможно, кто-то задумал не совсем легальный, либо честный путь в решении какой-то задачи, какой-то ситуации. Пока есть время, переиграйте эту ситуацию, да? Отмените этот план. В лучшем случае у вас деньги возьмут и ничего не сделают. А вот в худшем случае еще даже придется, может быть, оправдываться, либо как-то отвечать, да, за этот поступок. Понятно, что мы живем в такое время, когда очень много вопросов решается через связи, либо полезные знакомства, либо за определенную оплату. Но какое-то время неблагополучно идет, понимаете? Здесь либо честно, либо никак. Вот почему-то так вышло. Возможно, вам именно сейчас нужно об этом узнать, чтобы вы и деньги сохранили, и успели сделать вот именно напрямую, да? Не окольными путями, а именно напрямую. Такая подсказочка вышла. Пусть это будет сложнее, пусть это будет дольше, но это будет стопроцентный результат. А там и время потеряете, и деньги потерять можете еще, если отвечать придется, знаете, как-то неприятно, совсем неприятно будет. Так, а кто у меня здесь чем-то лечится? Чем-то вы лечитесь, либо у кого-то вы лечитесь. Вам
у вас результаты пойдут, и вам станет понятно, что не зря вы лечитесь, и вот полегче себя почувствуете, либо получше это все будет уже выглядеть. Результаты, уже какие-то результаты идут, и прям настроение у вас от этого будет подниматься. Это еще там не исцеление, не завершение, но тем не менее промежуточные результаты, которые вам тоже очень понравятся. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.